В эфире вечерние новости. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Предварительно положительный анализ на коронавирус выявили в Нерюнгри. На COVID-19 начнут тестировать кошек и собак. Верхневилюйский район закупил большую партию ноутбуков для помощи в организации дистанционного обучения. Автомобиль с 7 пассажирами провалился под лед на реке Вилюй. В результате несанкционированного выезда погиб один ребенок. Инцидент произошел в 2 километрах от села Верхневилюйск на 440-м километре реки Вилюй. Возвращаясь с рыбалки, не доехав 5-6 метров до берега, машина провалилась под лед. На помощь сразу были направлены 16 человек и 6 единиц техники. В провалившемся автомобиле находились 7 человек, из них 5 дети. Один ребенок погиб. Пострадавших доставили в центральную районную больницу в селе Верхневилюйск. Их физическое состояние оценивают как удовлетворительное, оказывается психологическая помощь. В Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия поступила информация о том, что в результате несанкционированного выезда на лед на 440-м километре реки Вилюй под лед провалилось транспортное средство. В автомобиле находилось 7 человек, в том числе 5 детей. К сожалению, один ребенок погиб. В настоящее время все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу села Верхневилюйск. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки почти на 5300 человек. У 43% не было никаких клинических проявлений заражения. Скончалось 57 человек, выписаны из больниц 547 пациентов. Таким образом, общий показатель теперь равен 58 тысячам. Из них выздоровели на данный момент менее 4500 человек, скончались 513 пациентов. В нашем регионе за прошедшие сутки зафиксировано 10 новых положительных случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 выявлено в вахтовом поселке Строителей автомобильной дороги Вилюй в Сунтарском районе, где ранее было зафиксировано 2 случая заболевания COVID-19. Вахтовый поселок полностью изолирован, выезд и въезд на его территорию строго запрещены. Остальные 2 новых случая заражения выявлены в городе Якутске. Это члены семьи одного из ранее заболевших. Такую информацию сегодня в ходе брифинга сообщил глава Якутии. Касаемо закрытого на карантин Алдана, анализы, взятые вчера у жителей города, показали отрицательный результат. Также несколько сотен анализов, взятых у сотрудников, у пациентов перинатального центра, тоже оказались отрицательными. Вместе с тем центр сможет вновь заработать только после проведения всех обязательных дезинфицирующих мероприятий и окончания сроков карантина. Хочу отметить, что необходимо все-таки максимально соблюдать режим изоляции. Потому что когда пенсионеры посещают, вот мы видим это по биллингу некоторых заболевших, посещают все торговые центры, которые, торговые большие магазины, которые в городе Якутске работают, имеют огромное количество контактов среди родственников, друзей, знакомых, и при этом они сами в конечном итоге оказываются сегодня уже зараженными коронавирусной инфекцией. Круг их контактов вовлекаются сотни людей, которые сегодня вынуждены сдавать анализы, вынуждены потом садиться на самоизоляцию, но и, к сожалению, некоторые из них также и заражаются при этих контактах. Поэтому вопросы самоизоляции, они на самом деле это вопросы безопасности каждого из нас. Просьба большая к жителям Якутска, жителям наших других населенных пунктов, где сегодня уже есть коронавирусная инфекция, все-таки правила самоизоляции максимально строго соблюдать. В Нерюнгринской районной больнице сейчас находится женщина, тесты у которой выявили предварительно положительный результат на наличие COVID-19. Анализы отправлены в Якутск, в лабораторию Роспотребнадзора. Больная помещена в инфекционное отделение. Уже установлен круг ее контактных лиц. Кроме того, в качестве упреждающих пандемию мер нерюнгринские вахтовики проходят 2-недельный карантин. Это порядка 1600 человек. Они являются рабочими угледобывающих компаний, субподрядчики Силы Сибири и так далее. Между тем, в районе продолжают работу все предприятия энергетики, транспорта и угледобывающих компаний. Соблюдаются меры санобработки. Ситуацию с больной коронавирусом прокомментировал начальник территориального отдела Роспотребнадзора. Значит, по данной ситуации проведена определенная противоэпидемическая работа первичная, которая выразилась в определении круга контактных лиц. Это, соответственно, те лица, которые вместе с данным гражданином прибыли на территорию района авиабортом из Москвы. И этот круг контактных был определен в обсерватор.
на базе бывшей республиканской школы футбола. Значит, помещены они под медицинское наблюдение, отобраны пробы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, на новую коронавирусную инфекцию. Значит, по очагам проведены дезинфекционные обработки, ну и выполняются все мероприятия для недопущения распространения инфекции в дальнейшем. Больницы по всей России почувствовали нехватку доноров из-за объявленных режимов самоизоляции. В связи с этим и с прошедшим 2 дня назад Национальным днем донора региональное объединение «Молодежка» Общероссийского народного фронта при поддержке региональных органов власти организовало специальный марафон. Лозунг «Оставайся донором и сдай кровь. Одна донация спасет 3 жизни». Цель акции – донести, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Центры переливания готовы оказать помощь для организации посещения. Например, выслать приглашение, которое обоснует перемещение во время вынужденной самоизоляции. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови. Известные якутяне продолжают показывать на собственном примере важность соблюдения меры и призывают к самоизоляции. К призыву подключился и старший тренер юношеской и юниорской команд республики по боксу Василий Лисица. В это непростое для всех нас время нужно понять, самое главное сейчас – здоровье и безопасность. Я призываю всех соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь и тренируйтесь дома. Кошек и собак протестируют на коронавирус. Ученые Россельхознадзора создали первую тест-систему на выявление COVID-19 у животных. Пробы на вирус возьмут прежде всего у домашних питомцев, у тех, кто контактировал с инфицированным человеком. Ульяна Шагина с подробностями. Собака породы Шелти по имени Арчи появился в семье Паньковых буквально 3 недели назад. Теперь, несмотря на самоизоляцию, им ежедневно приходится с ней гулять, правда, при этом соблюдая все меры предосторожности. Напомним, владельцам собак в эти дни разрешили выгуливать своих питомцев, но не дальше 100 метров от дома. Гуляем 1 раз в день, как правило, вечером, недалеко от дома, в сквере, в пределах 100 метров. Меры предосторожности прежде всего для себя. Маска обязательно. Когда спускаемся на лифте, стараемся, чтобы никого не было рядом. Также на улице людям не даем гладить собаку. На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения есть информация, что данное заболевание обнаружено у нескольких собак, кошек и даже тигра. При этом нет официальных доказательств того, что человек может заболеть от животного. Тестирование четвероногих как раз-таки даст ученым ответы на все эти вопросы. Все виды млекопитающих животных подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. Это все виды наших домашних животных: кошки, собаки, свиньи, коровы, птицы, лошади. Но не могут, например, болезнь передаваться от кошек к собаке или наоборот. Эксперты же советуют во время пандемии соблюдать все меры предосторожности даже для своих четвероногих друзей. Ведь и они, как оказалось, могут быть в зоне риска. Если не заболеют сами, то вирус может задержаться на их шерсти. Во время выгула собак не следует пренебрегать простейшими средствами индивидуальной защиты – маски, перчатки. После прогулки с собакой необходимо сделать несколько простых, но очень важных действий. Ни в коем случае не пускайте собаку сразу бежать в дом после прогулки. Прежде чем запустить в дом, необходимо сначала промыть лапу животному с мылом. Проводить исследования на коронавирус животным начнут уже в ближайшие дни. Пока что силами Россельхознадзора и подведомственных ему ветеринарных лабораторий по всей стране. Для этого будет выпущено порядка 10 тысяч тест-систем. При этом региональный Россельхознадзор подобные испытания ввиду отсутствия федеральной лаборатории проводить не будет. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. Верхневилюйский район закупил 270 ноутбуков для помощи в организации дистанционного обучения. Технику приобрели за счет местного бюджета. В первую очередь обеспечат ими детей из малообеспеченных и многодетных семей, выпускников 9 и 11 классов, а также детей, которые углубленно изучают предметы. Ноутбуки должны поступить в начале мая. Далее их распределят по семьям.
ноутбуками мы обеспечим в первую очередь наших выпускников из малоимущих семей и многодетных семей, которые обучаются в 9 и 11 классах. Они в этом году сдают государственные итоговые аттестации в виде ОГЭ и ЕГЭ, и оставшуюся часть ноутбуков мы передадим детям, которые изучают отдельные предметы углубленно и занимаются научно-практической конференцией, лабораторными работами. Якутский питчинг дебютантов, организованный Союзом кинематографистов России и дирекцией Якутского международного кинофестиваля, завершил свою работу. Из 29 кинопроектов в шорт-лист вошли 8 работ по категориям игровое и документальное кино. Отборочная комиссия уже выявила победителей. Кто получил главный приз – 500 000 рублей, узнаем у Айсены Бурнашовой. Итак, мы представляем сценарий «Миру мир». Меня зовут Анна Пшенникова, я сценарист, это мой соавтор София Пшенникова. Питчинг – это публичная презентация и защита кинопроектов перед экспертами и продюсерами. Иными словами, реальная возможность воплотить в жизнь свой проект. В онлайн-формате каждый участник представил синопсис и сценарий будущего фильма. Возможность реализации проекта, работа команды и основы драматургии стали главными критериями отбора. Сама идея – это питчинг дебютантов. Люди участвуют в нашем питчинге, те, кто до этого не снимали больше одного полнометражного фильма. Здесь представлены короткометражные фильмы, документальные фильмы и полнометражные фильмы. Все картины по-своему хороши, отметили эксперты, и после многочасовых раздумий вынесли свой вердикт. Отборочная комиссия высоко оценила внеконкурсный проект «Ослепляющая красота», фильм «Короткое лето» режиссера Денислама Тутаева и фильм «Сулус» Анастасии Борисовой. Получат 500 000 рублей. Итак, барабанная дробь. Это фильм «Белый пароход». Ура! 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 Спасибо вам всем огромное. Это для меня было приятной неожиданностью. Я буду очень рада с вами поработать в дальнейшем, чтобы воплотить мой проект в жизнь благодаря вам. Спасибо большое. Проект короткометражного игрового фильма «Белый пароход» основан на детских воспоминаниях победительницы и рассказывает о жизни сельской учительницы музыки. Инга Шепелева признается, это был ее первый опыт участия в подобном конкурсе, и молодой режиссер уже знает, на что потратит призовые деньги. Конечно же, на съемочный процесс, разумеется. Я думаю, что это будет северная история. В ближайшее время совершить экспедицию в Якутию и начать съемочный процесс. Сценарий у меня написан так, что съемки в любом случае будут происходить летом. Моя история достаточно простая для того, чтобы ее могли понять все. Она не особо заумная и, тем не менее, глубокая. Якутский питчинг дебютантов стартовал 20 апреля. Из-за пандемии коронавируса он впервые прошел в онлайн-формате. Классно, конечно, что Якутия вышла на такой практически авангардный участок нашего кинематографа, и об этом все время говорят. Сегодня у нас Якутия – это такой как бы паровоз среди регионов, который знает и уже как бы разбирается в фильмах. Это очень приятно. Так что желаю всем, кто принимал сегодня участие, добиться реализации своих проектов. Верьте в себя, и все получится. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. И на этом пока все. До встречи в следующем часе.